Исәнмесез? Меня зовут Ибрахим. Исәнмесез, меня зовут Регина. Мы проводим опрос от студентов штаба татар, наших гостей, молодежи татарской, о предстоящем священном месяце Рамадан. И хотел у вас спросить, как вам сегодняшние лекции? Очень понравилась лекция. Очень интересно рассказывал, очень приятный тембр голоса, что, мне кажется, очень важно для хазрята, чтобы его слушали, слышали. Очень интересно, подробно рассказал. Если бы я не знала бы, я думаю, я бы прям сразу все поняла. Тоже соглашусь с этим. Именно вот такие хазраты умеют взаимодействовать с молодежью и понимать ее запросы. А вот хотели бы вас еще спросить, а что вы знаете сами о Рамадане? Может, у вас есть какие-то планы на Рамадан? Конечно, держать его, соблюдать Рамадан, конечно. Что могу сказать? То, что к этому каждый человек должен прийти сам. Вообще очень важны такие лекции для того, чтобы просвещать и посвящать. Я знаю, что очень многие вообще не знают об этом. Мне вообще кажется, такие лекции просто интересно даже записывать, проводить и куда-то на какие-то платформы выкладывать. Мне кажется, это всегда актуально. Алейкум ассалам, меня зовут Салим. Как вам сегодняшняя лекция от нашего Рената Хазрата Идрисова? Лекция была интересна. Я думаю, для тех, кто не в курсе, это будет таким открытием для того, чтобы изучить этот вопрос, стать более приближенным к знаниям. Поэтому мне эта лекция понравилась. Что вы знаете о предстоящем этом благословенном месяце? Для любого мусульманина Рамадан — это действительно священный месяц, месяц терпения и исполнения одного из приказаний нашего действительно Господа Бога. Пост — это очень, я считаю, тяжелая история. Я сам его держал, бывало, так пару дней. И по себе могу сказать, что даже эти пару дней — это, в каком-то даже смысле испытаний. И меня вызывает действительно уважение люди, которые это делают каждый год, весь месяц, совмещая это с работой, учебой, учитывая то, что иногда Рамадан еще выпадал на дни, когда солнце держалось намного больше, чем, допустим, если это был бы Рамадан в зимние месяцы. Поэтому это действительно очень значимо и это очень, наверное, лично для каждого из мусульман. Исәнмесез, ассаламу алейкум. Меня зовут Асхат, я первый раз в штабе. Я очень рад, что появился здесь, и очень рад, что я здесь нахожусь. Бик айбат, минда бик шаб. Хотел у вас спросить, как вам сегодняшняя лекция в преддверии Рамадана от Рената Хазрата Идрисова про важность Рамадана и его значимость? Лекция невероятно была полезной. Очень много было видно людей, которые пришли, опять же, в первый раз. И на вопрос, то есть кто будет держать, было немного рук, но очень приятно было наблюдать за тем, что очень много людей также подняли руки и изъявили желание, соответственно, также держать пост в месяц Рамадан. Это очень приятно, это нас сплачивает. Спасибо. Я верю, что среди штаба татар найдется много желающих попытать счастье, держать пост в этот священный месяц. А вот у вас хотел бы спросить, держали ли вы вообще пост и что вы знаете о Рамадане? Спасибо вам большое за вопрос. Да, я держал пост, я получается, 5 лет держу пост. О Рамадане знаю многое, люблю ходить на ифтары, соответственно, и сам их организовывал в прошлом году, да, был очень рад тому, что люди приходят, также нравится их организовывать, участвовать в их организации. А также сам месяц Рамадан помогает нам стать лучше. Я считаю, что это самое главное, и приблизиться все-таки ко Всевышнему. Какое место и важность занимает штаб татар, одна из больших, активных, самых действующих татарских организаций, которые занимаются продвижением татарских ценностей, культуры, приобщения к традициям и, конечно же, возрождение татарского языка. Место мы занимаем центральное, на нас ориентируется, нас в день смотрит 100 тысяч. Да? Все татарские организации, мы в этом убедились, когда был кризис 2017 года, все на нас ориентируются. В московском конгломерате, в Московской области и в городе, конечно, равных нам нет, потому что у нас самая большая организация, и у нас идеология, у нас есть четкая программа, в каком историческом событии мы находимся, значит, что нас ждет и что нам нужно делать, и что нам нужно срочно сделать еще вчера, да? Поэтому на нас ориентируются, нам смотрят, конечно, и молодежь. И мы сейчас выпустим книгу
Это люди, которые в послевоенные годы организовали здесь татарскую общественную жизнь в 46 году, в 48-м. И вот эти люди, многие уже умерли, многие общественники, которые умирали, так сказать, но посвятили этому свою жизнь, они все это оставили нам. Нам почетно это, но другое дело, это лежит на нас огромная ответственность за татарскую нацию, за сохранение фольклора в московском конгломерате отвечаем мы. Вот. У нас впереди месяц ифтар. Во многом татарская нация, во многом татарский язык, нация, она сохранилась благодаря религии. Вот эти ифтары, вот хазряты, которые учили в медресе татарский, значит, старостатарский язык. Почему у нас единственная организация, которая ведет перед ифтарами работу? Вот давайте спросим сейчас молодежь, что такое ифтар? Они ответят: не пить, не кушать. Вот. Это не совсем так. Ифтар – это мысленное, это намерение, это образ жизни, образ мысли, образ поступков, да? Поэтому мы ведем такую работу в Москве 28 лет, и после нашей такой деятельности, разъяснительной работы, начинают больше держать люди пост. Вот, придерживаются уразу, больше держат. Мы здесь в прошлом году провели 15 ифтаров. По религиозной тематике, по нашему религиозному влиянию татарской, в тюркской среде, конечно, равных нам нет. У нас вот все-таки мы 15 ифтаров в прошлом году провели. У нас 100 роликов на эту тему. У нас много подписчиков. И многие думают, что у нас муфтият. Я в 101 раз говорю, у нас муфтията нет. Хотя в Москве 10 муфтиятов, и напрашивается вопрос, что у нас тоже должен быть муфтият. У нас муфтията нет. И в ближайший год его не будет. Потому что это такой сложный вопрос. Мы ходим вот к Альбир Хазрату на Пролетарский, значит, проспект. Обратился бы к молодежи, к людям, вот впереди месяц ифтар. Давайте привлекать своих друзей, знакомых, родственников. Давайте больше проводить разъяснительную беседу. Вместе собираться на ифтар. Хайрлы кишлер, Камиль. Что вот вы знаете о посте, в целом о этом священном месяце Рамадане? Это месяц, когда можно создать новые хорошие привычки. В принципе, измениться, так скажем, к лучшему. Убрать вредные привычки тоже. Можно сказать, месяц преобразиться, стать лучшей версией себя. Проверить вообще в целом, так сказать, свои способности терпения и так далее. Да, в принципе, это время, когда ты приносишь добро людям, как более положительное какое-то ощущение возникает, я так понимаю. Тяжело ли вообще держать пост, и какие бы вы, наверное, дали советам вот молодежи, и особенно вот тем, которые еще не держали пост, но планируют? Ну, пост держать, по мне, не тяжело. Да, я начал уже с 14 лет его держать. Многие думают, может быть, это вредно как-то, но нет, в целом это интервальное голодание. Даже, смотрите, по всяким исследованиям, это с точки зрения даже какой-то полезно для организма. Поскольку, в принципе, мы же люди не должны много есть так-то изначально. Вот, поэтому в этом ничего так-то тяжелого нет, просто нужно немного привыкнуть. Вы даже, может, станете в каких-то местах продуктивнее, здоровее. Хотел бы вот сказать, что в будущем, вот чуть ли не с первых дней Рамадана, штаб татар по традиции организовывает студенческие и в целом большие татарские ифтары. Поэтому мы вас тоже приглашаем. Вот, возможно, принять участие как в качестве соучастника в организации или хотя бы как гость. Да, спасибо вам большое, Бекер Ахмед. Обязательно приму участие и как гость, и как участник. Очень буду рад. Спасибо вам большое, Ахмед. Для меня пост, возможно, изначально и был тяжелым, но все становится легче и легче. И тем более в наше зимнее, весеннее время, когда дневное время совсем сокращается. И это очень сильно облегчает пост. А вот хотели бы вас спросить про тех ребят, которые, ну, еще немножко далеки вот от нашей все-таки традиции, да, но при этом имеют желание к ней приобщаться. Ребят тарелки. Как вы считаете, ну, приходить им на эти мероприятия, стоит ли? Мне кажется, стоит. Во-первых, обычно в этом мероприятии, на самом деле, если человек придет, он поймет, что вокруг все люди достаточно доброжелательные, открытые, и все будут им рады. Поэтому нет такого. То есть, если у человека есть желание, пусть приходит и приобщается в целом. Там никто, в общем, никто не давит, как бы. Ты приходишь и
двигаешься в комфортном тебе темпе. Я считаю, что религия – это дело сугубо лично человека, и ему решать, держать пост или не держать. И это не дает никакого права никому осуждать людей, если они это не выполняют, так как религия – это прежде всего про спасение индивидуальной души, а не коллективной. Я считаю, что любой, кто захочет прийти на ифтар, он, имеет это право сделать, неважно, держал ли пост или нет. Но все равно мы все мусульмане, люди одной веры, поэтому даже если человек не держит, все равно прийти, совершить дуа, вместе вкусить трапезу, финики. В любом случае, человек приобщается к нашей татарской культуре, духовности. К татарской культуре, в том числе, которая зиждется во многом именно на достижениях исламской культуры. И, быть может быть, для кого-то это станет действительно отправной точкой. Может быть, он когда-то начнет держать пост, и вот именно вот эти встречи, они могли бы стать решающими. В любом случае, от этих встреч будет только укрепляться иман. Я в этом уверен. Allah'ın dört yaşmine urşide Gözüme karan yaratan dide Minna işlerge eytegiz dostlar Yigitler kalen alıma kızlar İsterim minem zulümdeyde Dilerme minna yanadan azlar Minna işlerge eytegiz dostlar Yigitler kalen alıma kızlar İsterim sürüldeydi Dilerme minna yanadan azlar Bir kızını gördüm de yarattım Bana uymadı yer uzattım Bu hislerimde oynadan bile Gözüme kara bıçaklar bile Minna işlerge eytegiz dostlar Yigitler kalen alıma kızlar Hislerim bile sürüldeydi Dilerme minna yanadan azlar Minna işlerge eytegiz dostlar Yigitler kalen alıma kızlar Mine süründeyinde Dilerme minna yanadan aslan Minna işlerge eytegiz dostlar Yigitler kalen alıma kızlar İsterim midem sürüldeydi Dilerme minna yanadan aslar Minna işlerge eytegiz dostlar Yigitler kalen alıma kızlar İsterim midem sürüldeydi Dilerme minna yanadan aslar İsterim midem sürüldeydi Dilerme minna yanadan Yürüyen su boylarında Aytır idim şu şaklarıma Bir bulsa aytır idim Kayınlarım salındı Şişmelerden şırdır şırdır Aktan suların itirar bulsa Ortamdan kolup tutkanım koşur idi Kibik yaşlık mutlarına aytır idim Oyunlarım savundıra şişmelerden şırtır şırtır akan sulara yitirar bilgen bulsam Ardından kovup tutkanın koşur idi Kibik yaşlık mutlarına Sızlıkına tonlar atmanda Göz aldımda yürgen yolları Gülersin düşlerime Yaşlığım bilir yaşlığıma eyleriydi Koyunları salındıra şişmeler Şırdır şırdır akan suların itirar Bilgen bulsam Ortamdan kovup tutkanın
taşırıydı. Bebek yaşlık yaşlık umutlarım eyteriydi. Oyunlarım sağındı şişmeler deşirtir şirtir aktan sular bitirebilgen bulsam altından tut tutkanım koşarıydı. Bebek yaşlık yaşlık umutlarım. Eyteriydi oyunlarım sandıra şişmeler dekşirtir şirtir aktan sular yıkır bilgen bulsam artırdan tut tuttanın kaşıydı gülük yaşlık yaşlık umutlarına eyteriydi oyunlarım sandıra şişmeler dekşirtir şirtir aktan sular yıkır bilgen bulsam Ardından tosuk kanın koşarıydı. Büyük yaşlık umutlarına bilgen bulsam ardından tosuk kanın koşarıydı. Büyük yaşlık umutlarına koşarıydı. Büyük yaşlık umutlarına. Все, кто смотрит сейчас это интервью, хочу сказать, что в штабе татар будут проходить потрясающие, замечательные ифтары. Я думаю, такие мероприятия, в принципе, очень объединяют. Тут всегда объединяющие мероприятия, но конкретно ифтар более такую, знаете, благородную цель несет. Поэтому всех приглашаем. Штаб татар занимает значимое положение в приобщении татарской молодежи, татар в целом к нашим традициям, к нашим, так сказать, истокам. И я сам, как вот постоянный гость, посетитель штаб татар в студенческие вечера, в обычные собрания, тоже могу сказать, что эти мероприятия, они очень сильно и эффективно сплочают татар. И для меня, как вот представителя студенчества, могу сказать, что я на этих мероприятиях, я на ифтарах получил столько эмоций, столько впечатления, столько новых знакомств, конечно же, друзей, что в других местах я бы, наверное, не получил бы. Приходите обязательно. Штаб татар, как и всегда, по традиции организует немалое количество ифтаров, как здесь, так и на Пролетарской. Не бойтесь, вас обязательно накормят, приютят. Алга. Gel sine gene kötü